начинать. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Рустема Яхина, композитора, татарского композитора, выдающегося, замечательного, великого, как угодно можно его называть. И, в принципе, можно назвать любую цифру. Вот 100 лет назад, 200 лет назад, 500 лет назад. Потому что Яхин – это уникальное явление. Это какой-то остров радости в нашей жизни. Хотя Яхина, конечно, очень при жизни очень часто ругали за то, что он не пишет. Ну, когда-то же у нас была такая вот, надо было обязательно оперу национальную написать, симфонию национальную написать, сочинить. А вот Яхин почему-то никого не слушался и не писал ни опер, не написал ни симфоний, ни вообще никаких, ни хоровых, каких-то таких монументальных кантат, месс и так далее. Он просто писал романсы. Но можно сказать, что Яхин – это гений романса, потому что вот такой красоты, такого добра и такой радости, как в музыке Яхина, больше, наверное, ни у кого нет. А красота, добро, они же вне времени, вне пространства. Мы смотрим на Сикстинскую Мадонну Рафаэля и не думаем о том, что он написал ее 500 лет назад. Или слушаем Моцарта и думаем, когда же он это написал. Вот это все вне времени. Также и Яхин. Я думаю, что через 300 лет, через 200 лет, вот, ну, доживем, да, до того времени, когда кто-нибудь выйдет и скажет, сегодня исполняется 300 лет со дня рождения потрясающего, великого, уникального композитора Рустема Яхина. Кто-то сказал, один умный человек, что музыка Яхина делает нас добрее и счастливее. У нас сегодня такая замечательная возможность услышать действительно и получить удовольствие, и стать счастливее и добрее от той музыки, которую мы сегодня прослушаем, от этих романсов. Действительно, его, конечно, очень ругали. Так, когда-то я вот рассказывала про Сайдашева, что его просто уничтожали за то, что он пишет песни, а не пишет симфонии и оперы. Также и с Яхиным. Причем интересно, что вот Яхин как человек, он по воспоминаниям, я ничего не могу сказать, я его не видела, хотя немножко жила в одно время с ним. По воспоминаниям человек был интровертный, не очень открытый, не какой-то вот не очень радостный, даже склонный, сейчас бы сказали, это депрессивный немножко, вот. И, ну, понимаете, он и его музыка, они как бы жили в параллельных мирах. Вот это самое интересное, это просто такое явление, потому что вот мы знаем романсы Чайковского, там есть романсы прекрасные, такие, которые воспевают природу. Есть такие романсы, где он немножко жалуется. Вот у Яхина нет ни одного романса, где бы он вздыхал и жаловался, и переносил свои проблемы, свои заботы на нас через свою музыку. У него этого нет. Вот это тоже уникальное явление. Яхин родился в Казани. Несколько слов буквально по... Там у него не очень такая биография насыщенная, как, допустим, того же Чайковского. Он никуда не уезжал, не выезжал, не приезжал. А он родился в Казани. У него была семья,
дом, родители. Но был 20-е годы, были очень суровые по отношению к людям, которые занимались, например, какой-то деятельностью. Вот отец у него был так же, как у Сальдашева, кстати, у него состоял в артели бовщиков, и шили, ну, такая частная артель, и все. Их того раскулачили, и Яхина тоже. Их раскулачили, отобрали двухэтажный дом, в котором они жили, выгнали по существу на улицу. Отец уехал на заработки и очень скоро умер, а мама вот с детьми, ну, как кто-то уже был постарше, и он с Яхиным, с Рустемом мама остались. И жили там где-то комнатушка у них была. Вот. Очень непросто. Когда ему исполнилось 13 лет, его тетя Марьям Рахматуллина была такая выдающаяся певица. Это его, собственно, первое впечатление музыкальное исполнение народных песен, в ее исполнении народных. Вот она обнаружила у него способности музыкальные, отвела в музыкальную школу. 13 лет ему было. Через 3,5 года он блестяще закончил музыкальную школу, но там еще был директор, и его директор был такой замечательный Рувим Поляков, и его учительница, которые отвезли его в Москву, в Мерзляковское училище. И там туда его взяли с удовольствием, и после окончания училища успехи его были таковы, что его сразу взяли на второй курс консерватории московской. Вот. Ну, тут началась война, немножко это прервала. Он работал концертмейстером в красноармейском ансамбле песни-пляски под Москвой. Потом опять вернулся в консерваторию в 1945 году, и уже на 2 отделения – композиторское и фортепианное. И через 4 года закончил, значит, как композитор он сочинил концерт, первый в истории татарской музыки фортепианный концерт для фортепиано с оркестром, и как пианист его исполнил на госэкзамене. И таким образом вот он вышел из консерватории как пианист и композитор. И в Казань вернулся высокообразованный, профессиональнейший, просто такой даже европейски образованный человек, вот Рустем Яхин. Сразу в консерваторию его взяли, дали немножко учеников. Почему-то не дали пианистов по специальности, не дали, дали композиторов и камерный ансамбль вести. А потом еще общее фортепиано. В общем, тоска. И он от тоски, через год проработав, взял отпуск и уехал в Москву на год. Через год он вернулся, но в консерваторию он уже не вернулся, а ушел в свободное плавание, то есть свободный художник, как композитор и концертмейстер. Концерты, гастроли, как пианист. Сначала он давал сольные концерты, русская, европейская музыка там была, а потом исключительно играл уже свою музыку. И аккомпанировал певцам тоже вот свои романсы, свои песни. Вот. Но писал романсы, 350 романсов у него, песен и романсов написано. Много или мало, это я не знаю, у Шуберта было 1000. Ну, я думаю, что здесь, вот вы послушаете, все романсы, они просто жемчужины. Вот нельзя сказать, этот лучше, этот хуже, этот красивый, этот некрасивый, они просто, каждый романс это жемчужина. И его романсы, сразу их начинали петь, они сразу завоевывали популярность и любовь благодарных слушателей. Даже был такой, где-то приводится такой
ну, момент казусный, что конкурс был где-то союзный конкурс, не татарский, а союзный конкурс, и там нужна была обязательный романс. Из 40 участников этого конкурса 38 выбрали романс «Яхина». Потому что вот они такой красоты, эти романсы, такой просто настолько они возвышенные, чисты. И там есть и патетика, там такие эмоции, там прославляется любовь, но любовь как божественная, в общем, как какой-то такой дух в этих романсах. И даже говорят, что если ты выбрал романс Яхина, как бы ты его ни спел, ты все равно будешь иметь успех. Потому что они сами за себя романсы говорят. Ну, собственно, вот это вся его биография. А потом он только писал, играл. И конечно, его очень любят везде, не только. Я уже говорю, что красота, она не имеет границ, она независима на русском языке. Причем, значит, так, поскольку он действительно очень образованный человек и знал и европейскую культуру, то есть у него нет чистой пентатоники. Вот до него писали, ну, тот же Сайдашев, да, песни, но у него вот сразу слышно, что это татарский, что это пентатоника. А у Яхина это вот такое какое-то очень симпатичное слияние европейское, русское и с примесью, знаете, как это вот, как плов, например, если он без перца и без этого приправ, что это за плов? Вот это то же самое. Вот пентатоника у него это как приправа. И от этого она становится просто невозможно еще прекраснее. Ну, я не буду нам рассказывать, где женился, когда он женился один раз, очень поздно, и на взгляд тех, кто его знал, не очень удачно, потому что, ну так просто, жена у него была такая немножко со странностями, привела 20 кошек в квартиру, где они жили. И при этом она не умела убираться и наводить порядок. Вот так. Ну, это уже в частности. Ну, ему, наверное, было хорошо тоже с этим. Прожил он 70 лет, умер в 1993 году, похоронен на самом таком, как старое татарское кладбище называется, где похоронен Тукай, где похоронены все великие люди. Вот. А сейчас мы сразу, конечно, начнем с музыки. Я, чтобы не объявлять мне каждого педагога и концертмейстера, я просто скажу, что в концерте принимают участие концертмейстеры Надежда Михайловна Антипова, Виктория Смоленкова, Индира Галимова. Ага. Еще? Все? Да. И ученики класса педагогов Римушан Садыковой, Юсуповой и Узенбаевой. А где она? Потому что вы здесь сидели всегда, я потеряла вас. Итак, первый романс, самый первый романс он написал, еще учась в консерватории, в 1949 году на слова своего друга Марселя Нугмана. Причем он сказал, что буквально вот я прочитал стихотворение, тут же у меня в мгновение, вот в несколько минут он написал этот роман, за несколько минут. И так же быстро этот романс полюбили мои слушатели. Вот он еще был студентом. А, кстати, вот я хочу сказать, студенты вспоминали его педагоги по консерватории, что он был очень странный студент,
он никогда не приносил наброски, ну как композиторы, сначала тему переносят, потом правую руку, потом левую руку, потом какие-то гармонии, потом оказывается, что так и не сочинил до конца. Он сразу приносил готовые, что бы это ни было, но я думаю, что там же не только романсы он писал, когда учился в консерватории, например, поэму для скрипки, фортепиано, то есть он сразу приносил готовые пьесы. Вот, и вот этот первый романс, который сразу полюбили слушатели, «Он да, он им, забыть не в силах я», исполняют Розалия Нугуманова, интерпресер. который вы сейчас услышите, он появился через 2 года. То есть вот я говорила, что он в консерватории работал, поработал немножко, и в общем, эта работа педагогическая его угнетала, надо сказать. И он, когда он освободился от этой работы педагогической, он с такой радостью в 1952 году написал романс, который называется «Күңелемдә яз», «В душе весна». А исполнит его заслуженный артист российской, ой, то есть, извините, еще нет, да? А, из публики,
По моей просьбе он сделал. Вот когда Яхина спросили, почему до него никто не писал романсов, спасибо, Фейруза Ясаровна. Это просто блок. Да, да. Почему не писал до него, не писали романсы? Он сказал, что все дело в том, что романсы требуют еще и фортепианного сопровождения. Ну вот как мы знаем романсы Чайковского без такого вот, или романсы какой-нибудь «Весенний воды» Рахманинова, да, когда там вот это все, это же фортепиано. То есть фортепиано, аккомпанемент, он создает образ. Поэтому пока, в принципе, Яхин, он первый был профессиональный пианист, то есть самый настоящий, образованный, который прошел, как у нас, все 3 ступени образования музыкального. Он был прекрасный пианист, действительно, просто от Бога. Вот, и поэтому вот он так скромно сказал, что как-то вот не было фортепианной школы, не было пианистов, поэтому не писали. Там же даже Сайдашевский, вот кто в прошлый раз играли, помните, да, там аккомпанемент такой очень скромненький, да, такой гармонический в основном. А вот вы сейчас, если обратили внимание, еще впереди будет, тоже я вам напомню об этом романс. Следующий «Синин Эшин» для тебя поет Алина Нигматуллина.